Повестка дня у нас три вопроса. Это роль общественности в защите окружающей среды в Республике Саха-Якутия, информация органов государственной власти и надзорных органов об исполнении указа главы Республики номер 2 27 сентября 2018 года в экологическом благополучии Республики Саха-Якутия, отчет Академии наук по итогам комплексной научной экспедиции. Николай Андреевич, информацию дашь по руководителям, кто пришел? У Анны Кирилловны возьми. Так. По первому вопросу, мы сейчас вот смотрели фильм о том, как 12 ноября 2018 года мы провели круглый стол с участием более 600 человек. Присутствовали компания «Алроса», наши представители власти, представители общественности, представители районов. Вот. И по итогам мы приняли обращение на имя президента Российской Федерации о том, чтобы работу надзорных органов все-таки, чтобы они работали более-менее нормально, потому что на сегодняшний день, вот как мы убедились в 2018 году, надзорные органы свою контролирующую роль не выполнили. В частности, тогда мы прямо на совещании выяснилось, что Росприроднадзор даже не отправил комиссию на место аварии к тому времени. Вот. Но после аварии мы провели 30 августа круглый стол и 12 ноября. И результаты вот этого круглого стола все-таки, кто бы ничего не говорил, достаточно неплохие, потому что были приняты определенные программы. И «Алроса», я считаю, что она все-таки повернулась лицом к народу республики. Стали всякие программы, водоснабжение и так далее и тому подобное. Поэтому очень это неплохо. И роль общественности все-таки народ должен контролировать. Не кто-то там золотодобывающими, там еще другими компаниями договора из нашего руководства подписывать, но и народ тоже должен иметь влияние. Поэтому мы вот здесь собрались для того, чтобы продумать, как вот сделать так, чтобы народ мог влиять. Потому что после аварии 2018 года, после того, как за загрязнение Вилюи оштрафовали на 50 тысяч рублей, другие недропользователи, особенно я вот акцентирую внимание, что золотодобывающие совсем перестали, как говорится, стесняться. И мы каждый год видим, что буквально каждую неделю, получается в год, наверное, несколько сотен рек загрязняется, и никакой реакции по большому счету нету, потому что я как человек, который занимается экологией, скажу, что да, действительно штрафуют на 30 тысяч, на 50 тысяч, но то, что мы хотим настоять, это то, что с недропользователя, особенно золотодобывающей компании, не взыскивается ущерб. Это ключевой вопрос, потому что пару раз на 10 миллионов, на 20 миллионов оштрафуют, и сразу нарушение закончится, потому что, я понимаю, недропользователи это капиталисты, им нужна прибыль. И поэтому роль государства и роль общественников очень большая. И мы поэтому первым вопросом поставили роль общественности в защите окружающей среды в Республике Саха-Якутия.